Полицейские Коми и Республиканский центр крови провели акцию «За жизнь» в поддержку Вооруженных сил России накануне Национального дня донора. Сотрудники МВД сдали кровь ради спасения жизни. Часть из них – постоянные и даже почетные доноры. Были и те, кто впервые пополнил ряды добровольцев. Ольга Коняева продолжит. Больше 70 стражей порядка присоединились к акции «За жизнь» в поддержку Вооруженных сил России. Большая половина из них – постоянные доноры. Сегодня полицейские Коми пополнили Республиканский банк крови еще на 30 литров. Следователи, автоинспекторы, дознаватели, кинологи, связисты. Столько сотрудников полиции в один день в центре крови впервые, хотя многие добровольцы со стажем. Командир отделения ППС Сыктывкара Алексей Чупров – почетный донор, регулярно пополняет ценный резерв. Сдаю я уже больше 10 лет, начал сдавать уже давно. Толчком послужило для сдачи желание помочь людям, статус определенный, то бишь осознание того, что ты приносишь пользу. Кто-то, может быть, с помощью твоей крови выживет. К тому же компоненты же зачастую идут и детям в онкологии больным, и многим сотрудникам. Плюс где гарантия с такой работой, что когда-нибудь эта кровь не пригодится и мне? Акцию «За жизнь» приурочили к Национальному дню донора. В России праздник учрежден в 2007-м. Но сам факт первого прямого переливания случился 190 лет назад, 20 апреля. Когда молодой акушер-врач Андрей Мартынович Вольф перелил в Санкт-Петербурге прямое переливание крови от брата роженицы, которая умирала от кровопотери. На свой страх и риск, естественно, помня о клятве Гиппократа, доктор спас эту пациентку. Это было примерно за 70 лет до открытия групп крови. К счастью, первый донор и реципиент оказались совместимы. С тех пор наука шагнула далеко вперед. Сегодня, кроме того, что донор должен быть здоров, а это как раз о наших силовиках, исследование и осмотр врача перед сдачей – обязательный ритуал. У новичков определяем группу крови, резус-фактор, а у всех доноров определяем гемоглобин. В Республиканском центре крови в год до 16 тысяч донаций, а это 10 тонн крови и компонентов. Определенный запас всех групп хранится постоянно, чтобы медучреждения оперативно могли проводить переливание. Сейчас особенное время такое в связи с событиями на Украине, в Донбассе. Я считаю, что тем более надо помогать нашим раненым ребятам, чтобы наша кровь помогала им быстрее встать на ноги, встать в строй, вернуться в семьи, выздороветь, восстановиться. Сейчас небольшой дефицит третьей отрицательной. Людей с таким типом крови всего 15% на планете, а доноров еще меньше. Потому и рады медики новичкам в рядах добровольцев. Сотрудник МВД Коми Екатерина Токмакова о донорстве подумывала давно. В сегодняшних реалиях желание стало еще более актуальным и совпало с акцией «За жизнь». Здесь, честно, ощущения прямые, говорю, не страшно, в принципе. Все, работаем кулачком постоянно, сжать, разжать до окончания процедуры. Хорошо. Если что-то будет беспокоить, не молчим, говорим сразу. Хорошо? Хорошо. В общем, не страшно. Сдавайте кровь, делайте хорошее дело. В Коми 6 тысяч почетных доноров. Благородная миссия – это еще и полезная процедура, говорят медики, и ряд льгот. Но главное – это бесценный дар для больных и раненых. Миллионы спасенных жизней. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрган.